новостей на канале Абаза, в студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. На повестке безопасности страны 22 сентября состоится заседание Совбеза под председательством президента Аслана Бжани. Первые абхазские независимые продолжили съемки комедийного сериала «Независимые» для российского стримингового сервиса «Стар». Первый опыт работы с куклами от Гураковой и Бахтала Махмуала. Государственный театр построен в Осетинский театр юного зрителя «Сабир». Начнем с официальной хроники. 22 сентября состоится заседание Совета безопасности под председательством президента Аслана Бжани. На повестке дня выработка дополнительных мер по обеспечению безопасности страны. Главная политическая новость дня. Президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в Российской Федерации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военные учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Мобилизовать планируют 300 тысяч резервистов, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Частичной мобилизации подлежат только граждане с боевым опытом. Никто не будет мобилизировать студентов и срочников, подчеркнул глава Минобороны Российской Федерации. Министерство иностранных дел Республики Абхазия сообщает о том, что растиражированное в интернет-пространстве заявление статс-секретаря заместителя министра обороны Российской Федерации Николая Панкова о частичной мобилизации в Республике Абхазия является информационным вбросом. Подобного рода фейковые публикации являются провокацией и нацелены на создание негативного информационного фона для абхазо-российских межгосударственных отношений, отмечает МИД Республики Абхазия. В Сухуми, между тем, с 15 по 27 сентября проходят антитеррористические учения. Место проведения – Сухумский морской порт и прилегающая к нему территория. Служба государственной безопасности Абхазии просит не поддаваться панике и ложным слухам. Государственным учреждениям и жителям близлежащих домов рекомендовано проявлять бдительность и осторожность. Терроризм как форма политического воздействия. Круглый стол на эту тему состоялся в представительстве Россотрудничества в Абхазии. Участники встречи обсудили вовлечение детей и молодежи в террористическую деятельность и взаимодействие органов власти и общественных организаций в вопросах противодействия терроризму и экстремизму. Наш круглый стол называется «Терроризм как форма политического воздействия». Я думаю, что все мы прекрасно понимаем, насколько важна эта тема сейчас. Понятное дело, что в Республике Абхазия сейчас это не настолько остро стоит, как это стояло в других, по крайней мере, республиках до этого. Я думаю, что все прекрасно понимают, что, так сказать, если не уделять этому внимания, то, в принципе, мы можем с вами прийти к таким вещам, которые сейчас происходят на Украине. И в рамках этого, я думаю, что мероприятие, подобное этому, является, скажем так, профилактикой терроризма и экстремизма в молодежной и подростковой среде. И я надеюсь, что в рамках данного круглого стола нам с вами удастся и рассмотреть, какие формы экстремизма и терроризма существуют на сегодняшний момент в подростковой среде, что необходимо предпринять в этой связи и каким образом необходимо реагировать на эти вызовы. Для того, чтобы получить тот необходимый результат, на который мы все рассчитываем, на существенное и конкретное противодействие такому развитию террористического или экстремистского такого воздействия на нашу молодежь, идеологию, которая, к сожалению, на данном этапе очень развито. Мы видим, то, что происходит с учетом современных технологий, которые используются различными
террористическими группами, экстремистскими сообществами во всем мире. Да, вот это все воздействие, которое осуществляется в отношении молодежи во всем мире, конечно же, может быть и не обойти нашу страну тоже. Вот. Поэтому я считаю, что значит, именно в этом направлении нужно вести серьезную работу. На постоянной основе дети подвергаются негативному воздействию со стороны недобросовестных взрослых, в том числе, которые ставят себе целью совершения в отношении деток преступлений. И при этом хотелось бы отметить, что дети являются полигоном, ну, образно говоря, полигоном, на котором отрабатываются современные политические, социальные, психологические, психические, ну, там, медиатехнологии, адаптированные к условиям нашего общества, к сегодняшнего нашего дня. Основная цель, конечно же, этих действий – это дестабилизация общества, работы государственных правоохранительных органов, плюс деятельность носит длящийся характер, постоянно прогрессирует и меняется в зависимости от того, как правоохранительная система с этим борется. Вы привели пример «Синего кита», таких проектов, направленных на противоправное увлечение в деструктивное поведение детей, множество. «Уйди из дома», «Беги или умри», АУЕ, которая в 2021 году в России признана экстремистской организацией, и прочие другие, которые ставят своей целью причинение смерти либо ребенку, либо чтобы он причинил смерть кому-то. Президент Аслан Бжаня поздравил президента Республики Южная Осетия Алана Гаглоева с годовщиной принятия Декларации о государственном суверенитете Юго-Осетинской Советской Демократической Республики. В поздравлении, в частности, говорится: «Сегодня, празднуя День Республики Южная Осетия, мы также отдаем дань памяти павшим за ее свободу и независимость. Южная Осетия твердо идет курсом укрепления своей государственности и активного социально-экономического развития. Наше государство связывает крепкие братские узы, и я уверен, что отношения между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия будут и далее плодотворно развиваться в интересах народов наших стран». А накануне президент Южной Осетии Алан Гаглоев принял делегацию Абхазии во главе с министром юстиции Андрей Барцыц, сообщает спутник Южной Осетии. При встрече глава государства отметил, что история двух республик пронизана трагическими событиями, но живущие на этих территориях народы сумели отстоять свое право жить на родной земле. Свобода и независимость достались нам, к сожалению, ценой многочисленных потерь, но на пути к свободе мы всегда представляли друг другу братское плечо. А сегодня, живя в мире, где имеем возможность праздновать знаменательные даты, я благодарен, что вы разделяете с нами этот праздник, сказал Гаглоев. Президент также отметил, что подписание межведомственного соглашения о сотрудничестве между Министерствами юстиции Абхазии и Южной Осетии, состоявшееся накануне, расширит дальнейшее взаимодействие республик. Информация правоохранителей. Уголовное дело возбуждено после стрельбы в Цандрипше, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Как отмечают в ведомстве, днем 20 сентября в центре поселка Цандрипш в гражданина Анкваб дважды стреляли из охотничьего ружья. Стрелял неизвестный, после чего скрылся с места преступления на автомобиле марки «Тойота». Пострадавший был доставлен в Гагарскую больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание лица, совершившего преступление. Суд продлил арест гражданки Грузии, подозреваемой в шпионаже, сообщили спутник в Генпрокуратуре Абхазии. Кристина Такаланадзе останется под стражей до 19 ноября. По версии следствия, она сотрудничала с грузинской разведкой, передавая информацию, которая могла быть использована для подрыва безопасности, конституционного строя и суверенитета Абхазии. Более 10 миллионов рублей погасили должники по налоговым платежам после проверки Генпрокуратуры с 25 августа по 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Управление по надзору за исполнением законодательства продолжает проверку соблюдения закона о защите прав потребителей, налогового и иного законодательства в туристической деятельности.
Выплаты в размере 30 тысяч рублей произведут семьям бойцов, погибших в ходе обороны и освобождения Гагры. Об этом «Спутник Абхазии» сообщила замглавы Гагрского района Хана Гунба. Она уточнила, что в списке включены 111 человек из всех районов Абхазии, а также 15 добровольцев Северного Кавказа, которые погибли в период с 15 августа по 6 октября 1992 года. Вот уже второй год торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы для учащихся теперь уже 10-го Б-класса 15-й столичной школы проходит не в стенах школы, а на возвышенности фуникулер у мемориала памяти павших героев при взятии Сухумской высоты в ходе Отечественной войны народа Абхазии. Началась тяжелая работа по очистке и облагораживанию территории. Практически в одиночку своими силами учителя, ученики и их родители очистили мемориалы и прилегающую территорию от кустарников, травы, поваленных деревьев, мха, покрывающего мраморную плитку. Привели в порядок лестницу и фонтан. И все это было сделано в кратчайшие сроки, чтобы в День Победы была возможность здесь поклониться памяти павших, возложить цветы, постоять, помолчать, подумать. А над мемориалом высоко развивается абхазский флаг. Кстати, флагшток также восстановили ученики. В память бойцам вдоль территории мемориала высажены туи начала предполагаемой аллеи и дальнейших преобразований. Работа продолжается и сейчас. В преддверии праздников администрация Сухума приглашает жителей столицы, а также работников организаций всех форм собственности принять активное участие в акции «Чистый город» 23 сентября и внести свой вклад в общее дело наведения порядка в городе. Администрация города обеспечит всех участников инвентарем. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, индивидуальным предприятиям рекомендовано провести работы по уборке и благоустройству на закрепленных территориях. Домовладельцам на правах частной собственности рекомендовано провести санитарную уборку закрепленной территории. Подведению промежуточных итогов туристического сезона посвящалось рабочее совещание, которое провел министр туризма Теймураз Хижба с директорами государственных унитарных предприятий системы Минтуризма. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма. Участники совещания обсудили текущее положение дел в туристической сфере, промежуточные итоги туристического сезона, вопросы подготовки к возможным совместным мероприятиям по продвижению туристического продукта Абхазии. Директора туристических объектов проинформировали министра о проделанной работе в летний курортный сезон. Теймураз Хижба дал в целом работе положительную оценку. Российские специалисты приглашены для ремонта очистных сооружений Гудаутской ЦРБ, сообщила «Спутник» главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба. Специалисты разработают технологический процесс полноценного функционирования очистных сооружений Гудаутской ЦРБ в течение месяца. Предстоит немного поменять отводящие линии от главного корпуса больницы и инфекционного стационара. Также будем работать над запуском глубокой биологической очистки отходов, поступающих в сооружение до 98%, отметила она. Продолжились съемки комедийного сериала «Независимый» для российского стримингового сервиса «Старт». Соавторы сценария Теймураз Тани, Руслан Шакай и Тенгиз Джопо. Режиссер Тимур Квиквискири. Осенние съемки команда сериала начала в Агудзерском госпитале. Все подробности в репортаже Леонора Гилаян. Всех поздравляю, всем нам удачи! Да? Сериал «Независимый» – политическая комедия положений в 8 сериях, первая из которых уже снята и была презентована абхазскому зрителю в ноябре прошлого года. Из первой серии мы знаем, что главный герой, сотрудник МЧС, не сумев потушить пожар, забирает погорельцев жить к себе домой, где уже и без того тесно. Осенние съемки команда сериала начала в Агудзерском госпитале, где по сюжету уже неделю не было света, а один из пациентов – одноклассник президента. Почему свет не дают? Что там твой друг говорит? Через 3 секунды дадут. 1, 2, 3. Продюсер и соавтор сценария Теймураз Тани отмечает, что старт съемок именно в Агудзере на малой родине символичен для него самого. Говоря о самой кинокартине, собеседник отмечает, что речь не столько о политике, сколько о человеке, который собирает в себе различные нюансы нашей жизни.
Зеркальное отражение сегодняшней нашей действительности, да, естественно, не отражены прям прямые события, которые были в Абхазии там, или будут, или еще что-то, но это история придуманная нами, мной, Бабасиком и Тенгизом Джопо. Вот, и вот эта история, которая могла произойти где угодно, в принципе, в любом регионе мира, абсолютно. Но она происходит в Абхазии, и она приобретает, за счет того, что она происходит именно здесь, она приобретает именно такой вид, такой характер, потому что в Абхазии есть свой колорит, своя ментальность. И события, которые могут произойти где угодно, приобретают вот такой вид только здесь. Без нравоучений, упреков и выводов. Исключительно зарисовки о жизни. Посмеяться над тем, над чем смеемся, и так, говорит Теймур Астания. Эту линию подхода к сериалу поддерживает и соавтор Руслан Шакая. Он рассказывает, что героя ждут необычные повороты, и наблюдать за этим зрителю, в том числе и зарубежному, будет интересно. Политика, она везде есть, да? Но в масштабах Абхазии мы хотели посмотреть, как вот этот простой человек, пожарный, спасатель, где-то, может, он в хорошем смысле этого слова наивный, попадает вот в политическую борьбу, и сможет ли он в ней сохранить, да, свое лицо, свои принципы. То есть вот для нас это интересно. Мы же на самом деле тоже в поиске. Эту историю мы придумывали, мы спорили между собой, разбирая психотип каждого персонажа. То есть и сложно писалось, потому что исход мог быть разный. Поэтому я не буду говорить, какой будет финал, но наш герой попадет в мир, который для него чужд, так скажем, да, в новый мир. И, скорее всего, это будет интересно. К авторскому тандему Тания Шакая, начиная с написания второй серии, подключился и абхазский политический блогер Тенгиз Джопо. Тенгиза привлекли, учитывая знания им контекста дел государственных. Надо отметить, что у Джопо есть опыт работы с художественными текстами. Тем не менее, в планах получения профильного образования. Но у меня всегда было такое непреодолимое желание сказать что-то. Я до этого вел блог в Фейсбуке. Но кино — это совершенно другая возможность сказать. И если есть человеку что-то сказать, через кино это проще всего сделать. Это как такой букет всех искусств в одном. Не знаю, мне кажется, это понравится и абхазскому зрителю, и российским, потому что для российских открывается колорит. Наша жизнь, наши разговоры, наши беседы, наша набережная с ее Брехаловкой. Команда «Независимого» состоит большей частью из абхазских специалистов. Визуальную часть истории воплощает Джана Цурцуня. Выстроить кадр, планы, цвет — за все это отвечает абхазский режиссер, выполняющий тут роль оператора-постановщика. Большинство, конечно, техники привезенной, частично есть и наша техника, мы потихоньку движемся в этом направлении. Вот. Да. А люди тоже много задействованных местных, я бы даже сказал, больше половины, наверное, местных людей задействовано. Специалисты потихоньку появляются, опыт прибавляется, потому что часто уже в наше время происходят здесь съемки, и люди участвуют на разных проектах, потихоньку набираются опыта, и вот, собственно, идем дальше теперь, скажем так, своим продакшеном, вот снимаем сериал для стримингового сервиса российского, это уже нет шаг. Сериал «Независимый» создается при поддержке видеосервиса «Старт». Предположительно, уже летом 2023 года на «Старте» появится первый абхазский независимый сериал. Элеонора Гилаян, Сосрыку Агуха, Абазатова. Переполненный Волковский театр рукоплескал актерам Русдрамы, всем участникам спектакля «Игрок». Об этом пишет в Фейсбуке генеральный директор театра Ираклий Хиндба. Играть в трагический день для Волковского театра, для всего Ярославля было невероятно сложно. Но сегодня был лучший игрок, устремленный вверх, в вертикаль. Зал аплодировал так долго, что на пятый вызов артистов все стояли. Низкий поклон Ярославской капелле за сотворчество.
Потом расскажу подробности, а пока лишь хочу сказать нашим согражданам, что мы не подвели нашу страну. И думаю, Сергей Пускипалис был с нами в этот день со своим прекрасным театром и с чуткими зрителями, его зрителями. В Абхазский государственный театр имени Самсона Чанба с гастролями приехал Осетинский театр юного зрителя «Саби». Особенность этих гастролей заключается в том, что зритель увидит постановку по мотивам нардского эпоса «Нарца Срыква и Пахарь», над которой работали приглашенный из Абхазии режиссер-постановщик и художник Адгуркова и Батал Джапуа. Для них это не первая совместная работа, но первый опыт работы с куклами. Ой, верный крылатый мой деды! Репортаж с представления «Нарца Срыква и Пахарь» смотрите в рубрике «Амшахтыс». В завершении выпуска прогноз погоды. В четверг, 22 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь разной интенсивности и продолжительности. Гроза, местами возможен град. Атмосферное давление нестабильное. Температура воздуха ночью 13-18, днем 18-23. Температура морской воды 25 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.